Всем привет еще раз, спасибо, что пришли. Меня зовут Дарья, либо Дора, либо еще как-нибудь, либо Пандора. Я занимаюсь расследованиями киберпреступлений уже, на самом деле, наверное, больше 6 лет, вот недавно исполнилось. Также я продакт-оунер в компании Group IB. Я занимаюсь разработкой одного из продуктов для Threat Intelligence расследований. Также я являюсь комьюнити-лидом в Async Mindset. Я думаю, что вы все знаете здесь ребят, которые выступали в начале нашего трека. Мы организовываем конференции, у нас есть подкасты, и вообще мы классные. Если что, есть мои реквизиты, условно говоря, мой сайт и LinkedIn. Обязательно добавляйтесь ко мне, а почему, я расскажу чуть попозже. Давайте начнем с простой загадки. Я думаю, что некоторые из вас могут знать так называемую задачу о 7 мостах в Кёнигсберге, да, в нынешнем Калининграде. Вот, соответственно, карта Калининграда, отмечены мосты. Соответственно, нужно провести путь так, чтобы пересечь каждый мост. У меня к вам вопрос. Можно ли это сделать по вот этой карте? Можно прям говорить голосом, да или нет? Всего 5 мостов вроде. Да. Здесь их 5, но называется 7 мостов. А все 5 проехать? Да. По одному Чтобы не по одному разу. Можно, если у 100 моста так пройти наверх? Нет, это зависит от того, откуда начинать. Ты знаешь ответ на этот вопрос, не подсказывай. У меня есть идея, просто если я начну с какого-то места, то смогу пройти, если нет. Не пересекая каждый мост дважды. Да. То есть только один раз. Чтобы вернуться в эту же точку, я, возможно, это не сказала. Можно, да. Можно? Окей. Да, но их 5. Это парадокс, о котором вы прочитаете в Википедии. На самом деле ответ на эту задачу нет. Вот, no, синим, большим. Почему? Потому что вот эта карта, которая здесь представлена, по этой карте пройти можно. Но по старой карте Кёнигсберга пройти нельзя. Почему 7? Как раз здесь отмечено 7 мостов, 2 из которых было разрушено в течение Второй мировой войны. Да, то есть, соответственно, если мы здесь посмотрим, вот здесь мостов нет. И ответ по загадке, которая как раз была создана в момент вот этой вот карты, в момент существования этой карты, естественно, нет. И это было доказано Леонардом Эйлером в 1735 году в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургской академии. И как раз эта загадка положила основу из теории графов. То есть с помощью такой простой, казалось бы, конструкции Эйлер как раз доказал эту задачу математически. Он представил каждый, скажем так, это формально острова, да, каждый берег в виде нод, да, или узлов этого графа и соединил их между собой ребрами. Таким образом, создав некую математическую теорию, он доказал то, что пройти из одной точки в эту же точку, пересекая только один мост единожды, невозможно. Соответственно, это дало начало, как я уже сказала, теории графов, которая сейчас очень бурно развивается. Как я уже сказала, есть так называемые ноды, узлы, их можно называть по-разному. Обозначаются, как правило, они буквой «В», то есть множество этих узлов в математической формуле графа. Также вы можете иногда увидеть обозначение как акторы сети, если мы говорим про социальные графы. Также у нас есть ребра, либо линки, либо отношения, они обозначаются множеством «Е», как вот здесь в конце можете увидеть. Также, собственно, есть непосредственно граф, либо это сеть в зависимости от ее конфигурации. Это обозначается как совокупность множества В и множества Е. Также на графах встречаются так называемые кластеры или комьюнити. Что это такое, мы тоже поговорим чуть попозже. Как вообще это используется в расследованиях? Представим, что у нас есть огромное количество всяких объектов, которые мы исследуем в то время, как мы ищем непосредственно злоумышленников. У нас есть сервера, домены, файлы, там какие-то истории с дарквебом, это могут быть какие-то хакерские профайлы, есть социальные сети, мессенджеры и так далее. И все эти объекты мы можем соединить линками, ну или связями, условно говоря. Да, например, самый простой пример — это запись, которая говорит о том, что какой-то домен указывает на конкретный IP-адрес. И, соответственно, мы можем построить связь между сервером и доменом в определенный момент времени. Таким образом, имея определенное количество этих объектов, мы можем построить между ними графы и в дальнейшем их анализировать. Здесь мы расскажем немножко про социальные графы. Это, условно говоря, графы, где каждый узел в сети представляет собой какой-то объект социальный, условно говоря. Это могут
могут быть мессенджеры, это могут быть социальные сети, это могут быть какие-то сообщения, посты на форумах и так далее. Да, собственно, как я уже говорила, из-за этого мы можем построить вот такие вот красивые графы, которые мы можем анализировать. Здесь, например, вы видите, большинство моих презентаций называются черные квадраты, потому что здесь почти все замазано. На моем треке, кстати, можете завтра посмотреть мою презентацию другую, там будет еще больше черных квадратов. Здесь как раз вы видите email, и он связывает между собой 1, 2, 3, 4, 5 доменов, которые были зарегистрированы на этот email. То есть этот email встречается непосредственно в whois этих доменов. И таким образом мы можем построить прям совсем элементарный граф, который будет связан. Помимо этого мы здесь можем увидеть GitHub, к которому относится определенный никнейм. Также есть вот как раз SSL, через который связан какой-то домен, здесь, который .site. Не знаю, хорошо ли вам видно здесь название? Думаю, что не очень. И, соответственно, мы можем проводить там уже какую-то аналитику. Да? Например, у нас есть email, который участвовал, например, в каком-нибудь кейсе с шифровальщиком, да, откуда пришла записка о выкупе. Соответственно, мы можем понять, что SSL был выпущен с помощью этого имейла, и этот SSL связан вот с этим доменом. Соответственно, мы можем связать этот email и этот домен. Но опять же, про социальный граф, как я уже говорила, да, то есть здесь, в принципе, все гораздо проще. В социальных графах, так как это также математическая строгая структура, есть определенные правила, которыми мы можем оперировать в момент расследования. Что такое социальные графы вообще? Это не просто графы, которые обозначают каких-то людей, которые связаны между собой. Как я уже сказала, это строгая математическая структура. Например, это, что называется, scale-free network, то есть степени у этого графа, степени у узлов, да, то есть это какое количество связей приходит в этот узел. Например, у узла здесь 23, если вам плохо видно, здесь у него степень 5, потому что в него приходит 5 линков. Соответственно, распределение таких степенных, точнее, распределение именно degree, что называется, да, распределяется по power law, по, как это по-русски? Степенному закону, да, собственно. Также основное свойство, здесь как раз 1,1, это, наверное, только что это заметила, одинаково важные свойства. У социальных графов очень маленький диаметр. Диаметр — это наибольшее расстояние между равноудаленными узлами, да, то есть это буквально как диаметр в круге, если мы построим весь граф. Соответственно, что такое маленький диаметр? Это примерно 4 или 5 в среднем у социальных графов. Также есть некоторые дополнительные свойства, да, так как социальные графы периодически производят такие сущности, как кластеры или комьюнити, о которых тоже поговорим чуть побольше, чуть-чуть подальше. Соответственно, все эти совокупности, все этих свойств говорят о том, что граф является социальным или нет. Ну, это все, конечно, прикольно, это все математические структуры. Здесь у меня был слайд, где очень много всяких формул, но я решила вас не пугать в этот раз. Какие вообще свойства этого социального графа мы можем использовать в момент расследования? Я думаю, что все из вас слышали такую теорию 6 рукопожатий. Если вы не слышали, поднимите, пожалуйста, руку. Мы не будем вас осуждать сегодня. Иначе говоря, она называется теория малого мира. Как раз теория малого мира относится к истории про маленький диаметр социальных графов. Был проведен такой эксперимент, он был проведен несколько раз, и результаты были подтверждены. Он проводился с электронной почтой, с реальными физическими письмами, если кто-то помнит, что это такое, и также с социальными сетями типа Фейсбука. Первый такой самый знаменитый, популяризированный эксперимент был проведен Стэнли Милгромом. Я думаю, что многие кто-то может слышать, если кто-то интересуется психологией. Также Джеффри Траверсом в 1969 году. Они как раз использовали реальные бумажные письма. В чем состоял эксперимент? Они брали добровольцев, давали им определенные имена. Это было 300 человек или 20 человек. И на этих бумажках был написан определенный ФИО, условно говоря, то есть фамилия, имя человека, определенный город. И задача подчиненных этому эксперименту было найти этого человека физически через своих знакомых, через различные связи. И, соответственно, там, если мы говорим про письма, то есть рассылались письма своим знакомым для того, чтобы спросить: ой, а вы знаете этого человека, или где я могу его найти? Таким образом, действительно, люди находились. Вот, это не история про Async, это история как раз про социальный граф.
И также, например, если мы говорим про имейлы, то есть та же самая история, все посылают имейлы друг другу, спрашивая, знаете ли вы этого человека, где я могу его найти. Если мы говорим про социальные сети, то здесь гораздо проще. Строится большой граф Фейсбука и смотрится, как люди связаны между собой. Так вот, оказалось, почему именно теория 6 рукопожатий? Оказалось, что в реальной жизни люди, как правило, связаны между собой через 5 рукопожатий, то есть через 5 связей. Ну, решили округлить, чтобы не обижать, видимо, вот этого 1,5 человека, до 6 рукопожатий. В Фейсбуке, в социальных связях в онлайне это число еще меньше, то есть оно достигает 5 там, или 4, если округлять уже более строго. Соответственно, любого человека в Фейсбуке вы можете найти или списаться с ним через 4 других людей. Да. Где еще мы можем встретить такое свойство, которое называется теория малого мира? Это, как ни странно, хабы самолетов, хабы аэропортов. Я думаю, что все вы видели, да, особенно если кто-то здесь летел из-за рубежа, что, как правило, в пересадках вам попадаются примерно одни и те же города. Да. Если мы говорим про Азию, это Сингапур, Куала-Лумпур, которые находятся вот здесь, вот 2 города. Если мы говорим про Европу, естественно, это Дубай, Стамбул и Париж, как правило. Если мы говорим про Европу, которая чуть повыше, да, там это, может быть, раньше была Москва, какой-то еще город, да, в США тоже есть свои определенные хабы. Для чего это сделано? Как раз любые связи, скажем так, эти пути самолетов, маршруты, они тоже подчиняются социальным графам. Помимо этого есть еще куча других применений социальных графов, например, белки. Белки, там очень сложная теория, но, условно говоря, белки общаются между собой тоже примерно как мы с вами. Вот, да, соответственно, как правило, диаметр графа маршрутов, полетов в диаметре также достигает примерно 2 или 3 штук. Соответственно, для того, чтобы добраться там от любой точки мира до другой точки мира, вам понадобится как минимум 1 пересадка, точнее, как максимум 3 пересадки, вот, для того, чтобы вы добрались до любой точки планеты. Ну, чтобы вы не расстраивались, что так много теорий, немножко инструментов, которые вы могли тоже раньше видеть, если вы занимались асинт. Был такой прекрасный инструмент, который назывался Ясиф, может, как-то кто-то по-другому это произносит. Кто-нибудь помнит вот это? Кто-нибудь? Ну, ты-то понятно, ты достаточно старый для этого. Да, ну ты тоже. Да, то есть был такой инструмент, он сейчас уже, к сожалению, покинул этот мир, который создавал социальные графы для вашей сети ВКонтакте. Выглядело это примерно вот так. Почему вы видите, что граф очень сильно скомкан, и все очень сильно жаловались, ой, ну вот что-то непонятное построилось, как вообще с этим работать. Почему? Потому что маленький диаметр социального графа. То есть для того, чтобы дойти от одного человека до другого, нам понадобится в среднем, как вы можете помнить, 4 связи. Тоже по ВК одна из утилит, да, называется 3D Social Graph, такая красивая картинка, но тоже, в принципе, достаточно бесполезная в плане синт-расследований, но имеет место быть. Также в ТГ есть Friendly Graph Bot, тоже строит между собой связи объектов в сети ВКонтакте. Думаю, что... вот еще есть Twitter, например, тоже красивенькая такая история по подпискам. Думаю, что многие из вас видели вот эту вот карту асинт-сообщества. Если кто-то видел, или ну, ты не поднимай, пожалуйста, так свою руку. Ты ее создал почти. Да, если кто-то не видел, можете посмотреть, вот от ТГ-скана в гитхабе оно лежит. Как ни странно, это тоже такой своеобразный социальный граф, к которому, в принципе, тоже можем приложить определенные свойства. Какой вывод вообще можем сделать? Я, как расследователь киберпреступлений, могу узнать практически любого киберпреступника через 4 человек. Это пугает, но я вам хочу сказать, что в реальной жизни я тоже с этим столкнулась. Как сказать-то не под камеру, встречались, действительно встречались, случайно, было очень смешно и страшно, когда ты просто в какой-то общей компании встречаешь человека, который участвовал в твоем расследовании не в самой лучшей ипостаси. Не спрашивайте, что было потом. Вообще, какие еще есть интересные свойства у социальных графов?
есть такое число, которое называется число Данбора. Оно варьируется, это может быть 15, 50, 150, есть куча разных вариаций этого числа. В среднем показывает, сколько человек у вас в друзьях, ну, естественно, не ВКонтакте, а в жизни. Например, мы можем также ваших друзей, условно говоря, поделить на несколько категорий. Да, это очень близкие друзья, их, как правило, в среднем 5 человек, иногда бывает даже меньше. Это просто ваши друзья, да, их количество может варьироваться от 15 до 50. Это просто ваши знакомые, это не более 500 человек. И это просто люди, которых вы вообще можете назвать по имени. То есть вы помните, как они выглядят и так далее. Их, как правило, 1500 примерно. Также из числа Данбора следует такое свойство, что люди, в принципе, могут поддерживать там не более 230 постоянных социальных связей. На самом деле Данбор — это биолог, который исследовал связи неокортекса, да, то есть это, условно говоря, размер нашего мозга с стаей. То есть мы стадные животные, соответственно, в зависимости от размеров этой стаи варьируется размер этого неокортекса. Да, то есть мы с вами, как ни странно, стадные животные, как я уже сказала. И, в принципе, у обезьян это есть свойство, и у других стадных животных. Ну да, как я здесь написала, мы просто большая семья. Еще один интересный парадокс, который также следует из социальных графов, это так называемый парадокс дружбы, который говорит о том, что в среднем у вас популярность, счастье, в среднем у вас количество друзей меньше, чем в среднем у ваших друзей. Очень сложно, но проще всего представить это на вот как раз схеме. То есть если мы представим какую-то характеристику, это может быть популярность, это может быть количество денег, это может быть все что угодно, там, не знаю, размер вашей квартиры. В среднем взять там размер квартиры ваших друзей, вы, как правило, будете лежать как раз внизу, то есть у вас будет меньше, чем в среднем у ваших друзей. Очень сложный парадокс, я понимаю, да, но просто имейте в виду, что, скорее всего, вы менее популярны, чем ваши друзья. Еще одно интересное свойство, которое я считаю, что самое важное на самом деле сейчас, это доказано прям совершенно недавно, примерно в 2020, что ли, году, девушка Лерман также занималась исследованием социальных графов и обнаружила вот такую прекрасную иллюзию большинства. Представим, что у нас есть, опять же, какие-то респонденты, да, которые участвуют в эксперименте, им, там, не знаю, в них внедряют какой-то простой вопрос, например, iOS или Android, и вот они выбирают iOS или Android, да, то есть, соответственно, там, не знаю, допустим, Android — это красненький, а iPhone — это синенький, вот, и им задают другой вопрос. Как вы думаете, что поддержало большинство? И они должны, соответственно, ответить, что является, типа, по их мнению, самым популярным. Здесь вы видите граф, как раз состоящий из 12 объектов. Связи показывают, условно говоря, дружбу, любую социальную связь. То есть, условно говоря, там 3-й номер влияет на 13-й, 11-й, 10-й и 8-й. И, соответственно, цвета — это какую сторону конфликта они поддерживают. Как вы думаете, что поддержало большинство? Да? То есть в чем состоит иллюзия? Есть ли у кого-нибудь мнение? Здесь мы видим, очевидно, да, что синих очень сильно больше, чем красных. Но что ответили люди в большинстве своем? Как они думают, что здесь наиболее популярно? Окей, так, еще какие-то мнения? Люди думают, что противоположные мнения... Ну, красный или синий просто? Противоположное мнение. Ну, естественно, это логично, иначе бы это не было иллюзий. Да, соответственно, если мы посчитаем, то в реальности окажется, что красных подавляющее большинство. Но в дальнейшем окажется, что если мы спросим, например, человека, просто плохой пример, 11-го, да, что наиболее популярно, как ты думаешь, среди там твоих друзей. Окажется, что он скажет, что красное, несмотря на то, что он поддерживает синее. Почему? Потому что у его социальных связей большинство красное, только один синий, поэтому ему кажется, что красное превалирует. И, соответственно, большинство из этих людей ответит, что красное более популярно, чем синее. Хотя в реальности это не так. Отсюда следует огромное количество всяких выводов, начиная от информационных войн, да, то есть для чего нам нужно
Например, такое есть свойство, которое называется посев. Да? То есть у нас есть какая-то новость, мы внедряем ее в массы путем распространения через так называемых блогеров, да? Через агентов влияния, у которых как раз очень много социальных связей. Соответственно, если они говорят, что поддерживайте, пожалуйста, красное, те люди, которые думают, что синее, они будут поддерживать красное. Ну, думают, что надо поддерживать красное. И так далее. Соответственно, сейчас очень важно понимать эту иллюзию, как мне кажется, и очень важно быть к этому более рациональным. Еще немножечко теории про социальный круг и про следующее свойство эго-сетей. Что такое эго-сети? Это центрированные социальные графы, которые в центре своем имеют какого-то человека. Да, то есть если мы возьмем, например, вас, и построим карту всех ваших друзей, как они связаны между собой. Вы будете в центре, у вас будет так называемая поддерживающая клика. Клика — это, условно говоря, люди, которые связаны между собой достаточно строго, то есть у них очень много внутри социальных связей. У вас будет поддерживающая клика, которая очень маленькая, у вас будет группа симпатий, да, она чуть побольше. Соответственно, у вас там будет просто ваши, опять же, знакомые. И, соответственно, у вас будет вы, как красный, да, как называется эго. И ваши альтер-эго — это, в принципе, ваши, не черная ваша сторона, но ваши друзья там и знакомые. В данном случае они будут называться альтер-эго. Ну, это просто как теория для того, чтобы можно было определить количество знакомых у разных людей. Также на основе вот этих эго-сетей можно построить так называемый статистический профайл для того, чтобы определить какое-либо свойство человека. Где он учится, где он работает, сколько ему лет, какой у него город и так далее. Как это делается? Опять же, по усреднению. Да, если вы помните парадокс дружбы, вот это все следует оттуда. Например, если мы возьмем условного человека, его не существует, и построим статистические какие-то характеристики там, его подписчиков или его знакомых или его друзей ВКонтакте, то окажется, да, что в среднем, допустим, возьмем университет, 5 друзей у него из MIT, 4 из Гарварда и 1 из Беркли. Соответственно, скорее всего, он из MIT, но опять же, с какой-то процентажом вероятности. Также по годам и по странам, по работе. То есть это 4 характеристики, которые наиболее предрасположены к статистическому профайлу. Вот. Не все формулы я убрала, но постараюсь сейчас, это просто чтобы вы запугались. По центральностям. Что такое центральности? Центральности — это характеристика нод, которая обозначает, насколько она важна в сети, в социальном графе. Есть несколько определений центральности, их в общем и целом 4 для ненаправленных графов, и они немножко разные оттенки добавляют важности. Да, если мы говорим про самую простую, это центральность по степени этой ноды, она показывает, насколько у человека больше связи, короче, больше у него степень. Соответственно, здесь вы видите, да, от нулевого, который прям синенький, до самого желтого, у которых центральность больше всего. Центральность варьируется от 0 до единицы. Соответственно, вот здесь у нас будут самые центральные ноды, это 33, 32. Есть также центральность посредничества, да, это насколько пути между двумя нодами лежат через эту ноду, которую мы считаем. Будет очень похоже, на самом деле, я потом покажу, как их различать между собой. Соответственно, наиболее центральными нодами в данном случае там будет 0 и 33, и 32 точнее. Также есть центральность, что называется, closeness, да, по близости. Центральность по близости, да, насколько, какие ноды, грубо говоря, географически в среднем находятся в графе, то есть прямо посередине. Здесь граф достаточно сильно связан, поэтому здесь очень сложно разделить какую-то одну ноду, выделить. Да? Но опять же 33, 32, я думаю, визуально даже вы видите, что они в принципе в центре находятся. Есть еще H-vector centrality, более сложная история, довольно сложная формула, наверное, даже мы не будем на этом останавливаться. А если говорить про направленные графы, да, я не говорила, есть направленные, есть ненаправленные, я думаю, понимаете, да, то есть у линки есть направление, либо его нет. Соответственно, если граф не направленный, это центральность, если граф направленный, то это престиж. Иногда называют и так центральностью. А если мы говорим про престиж, то же самое, да, по степени есть, по близости графам. Там есть еще несколько других, то есть аналоги вот тех, которые я здесь представила. Как их вообще различать?
Вообще, есть ли между ними какая-то разница? Потому что если мы смотрим большой граф, ну, это на самом деле не очень большой, вот эта вот разница между ними достаточно минимальна здесь между показателями, но есть так называемый воздушный змей Краххарда, и он как раз показывает разницу всех этих центральностей. То есть в данном случае представлена центральность по степени, по посредничеству и по близости. И здесь каждая нода в каждой вариации обладает сильно разной центральностью из-за того, как построен этот граф. Еще немножко важное свойство, так называемые структурные дыры в социальных графах. Структурные дыры — это как раз, грубо говоря, связи, которые, по идее, должны были быть для того, чтобы граф был консистентным, но их нет. Соответственно, нода, которая является посередине в графе и связывает две части графа, называется брокером. То есть, если, условно говоря, мы вот эту связь, вот эту или вот эту разрежем, то граф у нас развалится на две половинки. Соответственно, это очень строгие, сложные связи, и называются они мостами или бриджами. Вот, если бы построили какую-нибудь теоретическую связь, которая не дала бы этому графу развалиться, мы бы как раз назвали ее структурной дырой, точнее отсутствие. Очень супер важная история. Почему? Потому что вот эти брокеры являются очень важными в социальных графах в моменте передачи информации, в моменте влияния на каких-то людей. То есть у них, как правило, центральность будет самая большая и так далее. Соответственно, вам такой совет жизненный, пожалуйста, нетворките, вот у меня тут визитки есть, если что. Развивайтесь для того, чтобы стать этим брокером, потому что это супер важные люди в сообществе, которые связывают очень много различных социальных комьюнити между собой. И, конечно, если мы говорим про нетворкинг, вот в этой книжке это более подробно расписано, очень важно строить как раз вот эти мосты между разными сообществами. Да. Я потом вам могу ее сказать. Еще немножко теории про комьюнити. Про комьюнити, что это такое, про кластеры. Был, опять же, такой исследователь, который занимался социальными исследованиями, назывался он, его фамилия была Захари, и он исследовал один клуб карате. Чем был особен этот клуб? Там было 33 человека, 2 из которых были взрослые, это администратор и тренер. Между ними произошел конфликт, и, соответственно, ученики поддержали либо одну сторону, либо другую. И Захари обнаружил, что если построить социальные графы, то образуются вот такие вот две части. Основные, и назвал их, собственно, комьюнити. У этих комьюнити также есть определенные свойства, да, там это, например, что почти все участники этого сообщества плотно связаны между собой, комьюнити, как правило, очень плотно между собой устроены, то есть это маленькие, опять же, комьюнити, маленькие кластеры, маленькие части графа и так далее. Наконец-то свойства, да, как мы это можем использовать в расследованиях. Кто-нибудь помнит утечку Конти? Если кто-то занимается threat intelligence или расследованиями. Ну, в общем, есть такая группировка, была, ну, она вроде сейчас довольно что-то пытается делать. У нее произошла такая неприятная история. Один из участников этой группировки сделал плохую вещь, он слил очень много всяких внутрянки, условно говоря. И также он слил логи Джабера в открытый доступ. Это не вот этот вот человечек, этот чувак-исследователь, просто поделился с нами этими прекрасными данными. Сами логи непосредственно были выложены в Твиттере, который уже удален. Соответственно, это Джабер, это социальные связи, это коннекты между этими участниками группировки. Естественно, там, помимо самого содержания этих сообщений, много нового можно знать, оно обладает большим количеством размером, короче, они очень большие. И нужно начать с чего-то анализировать эту информацию. То есть, естественно, читать всю переписку — это довольно долго и муторно. Надо начать с чего-то, надо определить, кто там самый главный, кто там чем занимается и так далее. Естественно, возьмем 2 вот этих архива, в общем, в целом неважно, но они наиболее показательны в данном случае. Они представляют собой, как ни странно, сломанный JSON-формат, потому что, ну вот скажите, почему? Не говори саксой, пожалуйста. Да, нет запятой. Нет запятой. И, соответственно, мы можем построить граф на этих сообщениях. Представим, что нодами в данном случае будут являться как раз объекты, да, то есть откуда пришло сообщение, куда. Вот это вот будет никнейм нашего актора. И link или age непосредственно будет от кого куда. Можем построить направленный граф, можем построить ненаправленный, просто как факт сообщения одному человеку другому. Получится вот это.
И тут очень много нод, можете не считать. Почему? Опять же, потому что маленький мир, потому что 6 рукопожатий. То есть это очень плотный граф. То есть даже если вы его начнете растягивать, он все равно не будет растягиваться. Но я думаю, что здесь вы можете уже увидеть какие-то суперцентральные ноды, хотя они находятся на периметре, ну просто потому что такая раскладка, которых очень много связей. Например, вот здесь вот что-то непонятная плотность, вот здесь плотность какая-то, вот там какая-то плотность, вот здесь вот тоже довольно много каких-то связей и так далее. Но все равно, даже если мы попытаемся как-то что-то с этим сделать, все равно будет ни черта непонятно. Причем хочу вам сказать, что здесь один только факт связи мы здесь построили, да, то есть у нас нет по количеству сообщений ребер или чего-то такого. То есть если один пользователь связывался с другим, у нас есть ребро, все. Что можем сделать дальше? Естественно, мы можем сделать красивую раскладку. Раскладка — это как раз как мы визуально можем построить, нарисовать этот граф. Да, то есть граф — это визуальная структура, как примерно там треугольник или круг. Вот, соответственно, его можно там по-разному как-то раскладывать. Есть много разных раскладок, сейчас самая популярная Force Atlas, там второй, первой версии, тоже построена на определенных свойствах, там, чтобы, например, линки минимально пересекались между собой, чтобы ноды не перекрывались и так далее. Соответственно, вроде стало получше, даже стало вот тут вот что-то видно, вот тут вот какие-то даже появились непонятные штуки, но все еще ни черта не понятно. Давайте пойдем дальше. Окей, у нас есть вот такая штука, как мы можем ее анализировать. У нас есть два основных шага. Первое — это построить какие-то метрики графа. И второе — найти наиболее значимых пользователей, да, этого графа и посмотреть, какие комьюнити здесь есть. Соответственно, давайте пойдем по этому плану. Если мы говорим про метрики, естественно, есть определенные метрики, которые доказывают о том, что граф является социальным. Да, это вот, я не знаю, как это по-русски сказать, то есть small worldness. То есть свойства маленького мира. Наиболее кратчайший средний путь — это 2,3 аж, ну, то есть даже там не 4 и не 5. И средний коэффициент кластеризации, то есть насколько у нас есть вот эти вот кластеры в этом графе, у нас достаточно высокий, то есть больше половины, это уже говорит о многом. Соответственно, да, вот тут очень много показано, больше 250 человек у нас связаны между собой и так далее. Давайте предположим, что мы не хотим видеть людей, которые общались там меньше всего. Да, то есть это какие-то залетки, просто одно сообщение кому-то написали и уже попали на граф. Давайте посмотрим среднюю степень у этих нод и отфильтруем все, что находится ниже этой средней степени. Получится вот такое, все еще ни черта не понятно, но мы попробуем с этим что-то сделать, но нод уже стало гораздо меньше. Минусы такой технологии, да, такого метода в том, что, возможно, мы просто выберем не самых важных персонажей, а просто самых болтливых. Но, опять же, как вариант, такое возможно. В дальнейшем я покажу, почему. Центральности. Снова, то есть мы можем, в данном случае была центральность по степени, это размер кружочка, размер ноды. И edge-вектор, центральность, это по цвету различается. Согласитесь, здесь стало уже гораздо лучше. То есть мы здесь видим сразу какую-то большую ноду, очень супер важную. Есть вторая нода чуть поменьше, и вот здесь вот есть какие-то тоже проскакивают интересные люди. То есть у нас здесь уже как минимум есть 5 человек, я думаю, что вот здесь вот вы видите 5 основных, которые можем уже по никнеймам начать исследовать, да, дать задачу аналитикам и так далее. Но, естественно, мы на этом не можем остановиться. Мы также отфильтруем здесь ноды по центральности, да, то есть если у них центральность меньше, чем в среднем, то мы их тоже отфильтровываем. Но здесь там получалось прям сильно лучше. Здесь мы видим даже, я думаю, что вы уже можете увидеть название этих нод. И здесь уже действительно можно с чего-то начать. Здесь нет раскладки, оно здесь как комочком, но разложить его тоже можно вот так вот красиво. И также по комьюнити можем разложить данный граф. Здесь вы видите 5 основных комьюнити. Есть также алгоритмы, которые выясняют, а сколько комьюнити есть в этом графе, сколько плотностей, условно говоря. Здесь в данном случае их 6. И, как ни странно, они совпали с реальными комьюнити внутри команды. То есть Конти — это довольно крупная группировка. В среднем там от 250 там, до 300 человек в этой группировке. И каждый, скажем, кластер занимается какими-то своими вещами. Да? Это могут быть кодеры, это могут быть крипторы, это могут быть сисадмины. Там даже был HR свой.
и так далее. Соответственно, есть определенные алгоритмы, которые также выявляют эти комьюнити. Например, это алгоритм Лейдена, наиболее, сейчас скажем так, современный алгоритм. Выявил здесь 6 комьюнити и разложил этот граф по этим связям. Здесь вам может показаться, что какие-то ноды куда-то убежали, но на самом деле, если мы опять же потянем этот граф, растянем его, то окажется, что эти ноды действительно относятся к этому комьюнити. Также есть центральность по мосту, да, то есть это насколько эта нода является брокером в этом социальном графе. По размерам, да, здесь можем увидеть, что если вы посмотрите вот этот граф, да, то здесь Defender самый важный, Stern и Bentley и Mango. И здесь брокеры являются немножко другие ноды, это, например, Barman, самый большой торт, Santi и Axpex. Почему? Потому что люди, которые являются брокерами, то есть, условно говоря, связь между отделами. Это руководители, да, это какие-то связи с общественностью внутри группировки и так далее. Они уже немножко другие, то есть они менее важные, но, скажем так, не главные, да, то есть это не верх какой-то иерархии. В реальности. Что вообще было в реальности? В реальности действительно все лица, которые здесь представлены, обладали определенными важными обязанностями, если так можно сказать, да, то есть была Саламандра, она где-то не очень большая, но она супер, вот она супер важная, это реальный HR, то есть это человек, который на каких-то агрегаторах вакансий, скажем так, искал различных людей для того, чтобы внедрить в эту группировку. Был есть threat-actor, который называл себя Mango. Здесь я его обозначила как troubleshooter, но действительно такой прям вышибало, то есть он решал проблемы внутри группировки. Естественно, есть Stern, как ни странно, он не самый большой, но он что-то вроде SEO, то есть он такой прям главарь этой группировки. Есть Bentley. Да, то есть он был head of cryptors, то есть заведовал криптологами, так называемыми, в этом комьюнити. Хорс также здесь, где-то вон тут вот Хорс где-то был, он один из тимлидов был, естественно, был Defender, он типа бухгалтер, и он, как видите, самый здесь крупный. То есть бухгалтер связывается практически со всеми комьюнити внутри команды. Ну и так далее. То есть было достаточно много ходов, там те, кто заведовал кодерами, те, кто заведовал реверсерами и так далее. Вот. Еще вернемся немножко к тулзам. С помощью чего были созданы вот эти прекрасные графы. Как сделать так же, чтобы у вас все было красиво и понятно. Есть Gephi. Все эти инструменты, как правило, созданы научным сообществом для анализа каких-то тоже математических структур. То есть это не какие-то асинктерские вещи, условно говоря. Есть Citascape. В чем разница? На самом деле просто где-то лучше там раскраска этих графов, где-то лучше, например, если в Citascape можно прочитать название этих нод, в Gephi это достаточно сложно сделать, там надо нажимать на свойства ноды и так далее. То есть здесь на самом деле я в своем вот этом вот ресерче использовала обе эти утилиты, то есть я импортила из одной утилиты в другую для того, чтобы там накатить какое-то свойство. Также у них есть всякие анализаторские способности, в отличие от меня. То есть они могут сделать какие-то центральности, да, вот тут есть много-много всяких метрик для каждых нод и так далее. Что касается даты, если хочется что-то потыкать, но не очень хочется мучить API ВК, например, да, или там API Фейсбука, пусть оно долго живет. Есть такой ресурс, который называется Connect.cc, который создан как раз для того, чтобы исследователи могли тренировать какие-то свои алгоритмы. Да, то есть там вот как раз есть карате-клуб, где не очень много нод, есть там, где нод достаточно много. Здесь просто такие именно теоретически важные графы. Есть, например, networkrepository.com, там как раз обезличенные ноды по социальным сетям. То есть там есть Facebook, есть Twitter, тут конкретно Facebook. Здесь есть, опять же, несколько метрик, можно посмотреть. Например, мне кажется, метрику даже среднего 6 рукопожатий здесь даже не вывели, потому что здесь, в принципе, все очевидно. Ну да, например, максимальная степень у этого графа. Да, например, в каком-то Фейсбуке это эго-сети. Здесь вы видите никнеймы людей, которые проанализированы. У кого-то там 680, у кого-то подписчиков было 1000 и так далее. Ну, наверное, это видео, на самом деле. Мне кажется, что оно
с учетом того, какого оно качество и как его стало плохо, оно не проиграется. Как в свое время я делала вот такой вот социальный анализ в качестве магистерской вроде работы в университете. Тоже просто прикольный граф с разными свойствами, которые можно, например, анализировать какие-то свои графы, можно туда засовывать какие-то файлики. Вот. Это все на сегодня, но не на завтра. У меня еще завтра выступление. Спасибо.